В январе этого года на должность начальника Государственного управления охраны историко-культурного наследия Абхазии был назначен Гарик Сангуле. О том, как сегодня ведется работа по сохранению памятников архитектуры, какие задачи решают сотрудники управления, что планируют еще сделать в этом направлении, побеседуем с Гариком Сангуле, начальником Госуправления охраны историко-культурного наследия Абхазии. Здравствуйте. Добрый день. Итак, около 3 месяцев прошло с тех пор, как вы возглавили госуправление. Что за это время удалось сделать? Получается ли, идет ли работа? У нас, восстанавливаются некоторые утраченные направления, но в целом работа продолжалась. И тогда, сейчас добавились реставрационные моменты. В результате стихийных действий в Агубедии крыши сорвало храма Губедийского. Моковский протекает. И вот сейчас решаем вопрос кровли реставрации. Реставрация, начата в Новоафонском заповеднике. Тогда исследования проводились с нами, проект был сделан. И нами проект был подвергнут экспертизе, состоялась экспертиза, и ведутся там работы вот так вот на 3 объектах, надеемся, активно, в самых таких значимых. В Лыхне пока под вопросом остаются. От выявления памятников до реставрации и использования, ведутся уже, слава богу, так вроде бы. Вы сказали, рассказали о этих 3 объектах. Могли бы подробнее рассказать, насколько там такие фундаментальные работы, или же они более простые и дорогие ли это работы? В Анакапийском очень дорогая работа. Там я хочу сказать, что при проектировании, наши коллеги из России, архитекторы, группа архитекторов во главе с доктором, наук, они сейчас историком, археологом. Нет, они уже закончили свои. Проект принят уже, все. И начаты работы практические. Работы там проводили для создания научной базы проекта. Они тоже были закончены тогда. Результаты были взяты за основу до скального примыкания. Это первый привратный башенный двор. Группой археологов, историков. Там работы были проведены, и на этом участке были завершены, за основу были взяты. Далее сам проект. Проект поначалу, воздерживались, были какие-то моменты. За вычетом некоторых неподтвержденных, после экспертизы все оправдалось, все, что оправдалось, и сейчас ведутся работы. В остальном, Какая сумма денег? Большая. Это, знаете, Это там, бюджет республики оплачивает или кто? Там, знаете как, там участники, наши друзья, другие. Сам, очень позаботился директор заповедника Алхас Аргун. То есть такая меценатская помощь, да? Общими усилиями. В основном, это в основе лежит деятельность самого заповедника. Она на себя взяла, свои ресурсы она использует и так далее. Активно там ведется. Группа была вызвана из Дагестана, наши знакомые друзья, специализированы. У нас, как вы знаете, обычные строители делают только текучий ремонт, а реставрационный только. У нас, как вы знаете, нету пока традиции реставрации по каменным крепостям, тем более по храмам. Мало что сделано, и поэтому, поскольку там у них система башен, крепостей налажена, 2 группы, я ездил туда, в Дагестан, на переговоры, с ними не получилось. Потом, мы обратились к ингушской команде. Там тоже это башенные крепостные, развито очень. И, наши коллеги, они такую команду сформировали, к нам прибыли и работают уже с прошлого года. На Новый год только их отпускали, так активно ведутся работы. Там уже все, я думаю, что работа пошла. А в остальном, в Губеде у нас есть проект, дорогущий тоже проект. Подождите, почти год, вы сказали, они работают. То есть с прошлого года начали. С прошлого года Новый год и, продолжают сейчас. Когда планируется завершение или пока трудно Пока сказать? нет, знаете, у нас идет пока все-таки это подготовительный первый этап, и началось уже восстановление. Сперва такие технические работы продувают, промывают. Потом, когда мы раскопки водили, эти блоки камней, они каждый по месту, скажем, 10 погонных метров рядом должны лежать, и эти камни все не должны левее, правее использования не могут быть. Там у нас ведь тоже нормативы. Потом саму башню отдельно копали, камни верхнего слоя лежат отдельно, скажем, нижнего слоя отдельно, первого слоя отдельно. Ничего не смешивается, Нет, там нельзя. Там, конечно, могут быть и так далее какие-то перестановки, но в целом, скажем, эта квадратура, она сажается на место там.
Значит, мы сами тоже, вот руководители, я вот писал отчет, Алхас То есть Аргунов. получается, что это прям возведение новой Да, восстановление вот по наличному материалу. Значит, там у нас есть какие-то нормативы, скажем, шов будет отличаться по цвету, потому что нельзя, скажем, это все-таки в новое время сейчас, это как бы, ну, не новодел настоящий, но чтобы отличалось вот восстановленное от оригинального. Башню разобрали сначала? Нет, значит, все, что значит, мы подняли и раскапывали, связано с тем, что в XIX веке, когда монахи осваивали это пространство, естественно, они нарушили там много чего. Потом мы сейчас входим и поднимаемся наверх в цитадель по разломанной стене, по разломанной. А раньше, значит, вокруг башни, значит, дорога проходила, мы вот дорогу расчистили, врата расчистили, проследили все, и потом установили, какие ворота. Они были двойные, распашные, несущие, мы основания круглые вот такие нашли, основания, смычка, вот, значит, накладка на дверные придворы, на щельники каменные, значит, сам придвор, все вот полностью, вот, значит, картина была раскрыта, вскрыта, зафиксирована археологически, там были атаки во время функционирования, и такие были каменные, значит, эти ядра находили, значит, наконечники стрел, которые перелетели и не перелетели. Атака была, освобождение от византийского гарнизона, которая когда-то была сдана при царице Алды, значит, и Дмитриеву, ее сыне. Да, мы очень далеко забрались. Я хотела просто узнать, то, что сейчас ремонтируют, что именно? Разобрали башню, ее заново ставят? Да, разобрали внутренность башни, накопление, вот. Да. Сама башня, естественно, сохранилась. Мы там, значит, что зафиксировали? Наличие камина, вот эта этажность, все и так далее, это все будет делаться. Но это на втором-третьем этапе. Первый этап сейчас вот вдоль вот этих стен, там уже все, расчистка это прошла, мы будем вот в День памятников собираемся там именно провести, посмотреть, все вместе и посовещаться, и поговорить. Вот 18 числа мы собираемся туда как раз в День памятников. Да. Вот, мы думаем, что так лучше будет. Мы всегда вот выезжали, в этот день отмечаем именно на самом памятнике. Отлично. Что касается других двух объектов, что там за работы ведутся, насколько они, у нас кто вот, их ведет? Да, сейчас я, значит, вот о Губеде, там у нас общество охраны вот этого губедийского храма, председатель Беларшба. Входят туда такие, как Александр Ченгели, другие. Это было создано не сейчас, когда там, значит, обнаружили, значит, прогиб стены в результате удара, значит, удара этих во время Отечественной войны, стена имеет прогиб. И арочный пролет один имеет трещину наверху, и, естественно, значит, и другие такие моменты, которые говорят, что оно аварийное. И решили срочным образом создать вот это общество и поручение. Там у нас сторож, смотритель, везде, всюду, значит, руководство. Мы связаны в чистоте и порядке. Вот это все время косит, там, занимаются. Чуть что случится, мы имеем, значит, прямую связь. И вот очень много Беларшба сделала. Это через Аршба депутата. Такая помощь была оказана. Что проект, за ремонт? Там, да. Проект уже сделан. Значит, и, значит, решили в связи вот с испорченностью вот этой кровли работы срочно заменить всю кровлю. Это тоже дорого. Какие материалы там будут? Материалы, я сейчас вам скажу. Там лежит жесть, но берется более такая толстая жесть, легированная, по цвету, там, по фактуре, чтобы обрешетка поменялась и так далее. Купол пока мы не трогаем, потому что он должен быть из облегченного проекта нашего. И сам проект пока воплощаться не будет, потому что он должен экспертизу пройти. Так вот, чтобы и тоже проект состоялся, там археологические исследования были проведены, и были найдены 2 храма. Вот на этой территории, то есть до возведения Бедийского храма, который связан с датой 999 год, вот 10 век, да, есть летописная дата, которая хронологически связана с ней. Были еще 2 ранних храма 6 века эпохи Юстиниана и другой храм. Основания там сохранились, материал известен. Они уходят под вот этот существующий храм. Их тоже будут ремонтировать? Они должны быть реставрированы и, значит, частично для обозрения и законсервированы. Вот тоже входят туда, мы также будем заниматься. Ну и сам проект, вот эта стена, там у нас был архитектор из России, к большому сожалению, он погиб, помер. Вот этот архитектор, он очень такой специалист продвинутый был, он переехал к нам жить, заниматься, но, к большому сожалению, такое несчастье. Из России был архитектор, да. Колотов, значит, специалист очень хороший. Ну, теперь что? Теперь, значит, все равно надо продолжать. И он частично стену выпрямил.
Да, и там очень сложный проект. Они, значит, ряд этих блоков каменных придется снять, значит, тросить, то есть будет закладывать трос для перехвата пояса стального, потому что все же стена. И там вот такие редкие проекты. Вот на территории России только одно специализированное научно-исследовательское учреждение — тектоники в городе Владимире. Вот такого рода вот проект взяли. Я ездил туда для согласования, сюда, здесь работы проводили. Он приезжал, проектировщик, который там исполнитель. А тот, который нам был, он исполнитель, тот проектировщик. Вот, доктор технических наук, вот он специально занимался. Сейчас у нас все подведено к тому, чтобы, там тоже придется искать специализированную такую группу специалистов, которых в Абхазии нет, но теперь такие строители туда не смогут пойти. Там работа еще точнее, сложнее. Вот придется искать, а так вот наши силы строительные, инженерно-строительные и так далее, где могут применить свои силы, мы, естественно, допускаем. А в остальном, где нельзя, мы не делаем. Это мы друг друга все понимаем. Правительство помогает наше. Вот сегодня тоже беседовал, вот, и так далее. Вот с помощью нашего кабинета министров, с помощью наших строителей тоже работы будут проводиться. Вы сказали о кровле. Там большая площадь кровли, которую нужно заменить? Вся. Там, значит, скаты. Вот эти все скаты. Там, значит, все будет заменено. И оно, если в случае, например, необходимости, можно будет демонтировать, в случае, да, если так вот дальше у нас будет появится возможность черепичного покрытия, восстановить черепицу по образцу. Там вот я могу сказать, что при завершении работы я нашел черепицу с поливом, зеленого полива, который мы никогда не знали. Потому что черепица, которая пролежит 100-150 лет со временем, уже влагу пропускает, она теряет свои свойства. И вот эта влага, проступая через купол, уже к фрескам он может пойти. И, видимо, строители древние, когда поняли, значит, и они, это вот, если он в X веке, вот считайте, у нас зеленое поливо появилось в XI веке примерно, с конца X. Через 100 лет решили обновить, могли так. И вот торцовые, прямо вот наверху, обычные вот фрагменты мной были найдены там, и они тоже включены вот этот проект. Если когда-нибудь мы сможем наладить производство черепиц для наших храмов, будет и сегодняшнее заменено, дай бог, чтобы это тоже удалось когда-нибудь. Третий объект. Третий — это Моква. Вот в Мокве исследования тоже были проведены, и там, значит, все окна, их очень много, около 64 окон. Мы будем, значит, вначале говорили вот эти, значит, если, хотя бы временно современное, мы отказались. Вот мы решили все-таки чистое дерево с пропиткой, с обработкой. Вот группа специалистов, среди них есть абхазец, Адлиба по фамилии, вот прекрасный цех. Они вот в Доме правительства в других местах делали двери, самые супер, какие можно сделать. Промеры там, значит, осуществлены, проект есть, вот, изготовление, будет установка. Причем все 64 имеют каждый свой промер. Не так, чтобы один размер, потом чесать. Одна будет худая, другая будет там жирная, чтобы так не было. Вот по нашему рекомендательному письму, которое в Госуправлении наследия, там у нас специалисты, мы даем проектное поручение, дали уже, промеры были, и будут делать, тоже будут ставить, и одновременно кровли. Вот кровля, значит, асметирована будет вместе с бедийским, и будет проложена. Дальше можем мы заменить, скажем, тоже там на керамику, если мы сможем, когда сможем, мы заменим. А это туда уйдет на другие работы, она демонтируется легко и быстро. Можно использовать дальше, так что ничего не потеряется, думаю. Мы уже упомянули Международный день памятников исторических мест. Вот один из основных документов по защите культурного наследия — это Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКо. Документ определил, что такое культурное наследие. Ими считаются памятники, а также территории, которые имеют выдающуюся универсальную ценность исторической, культурной, эстетической, и других точек зрения. Да? Какие наши памятники относятся к таким объектам? Есть ли вероятность того, что когда-то они будут и под защитой каких-то международных организаций, таких как ЮНЕСКО? Мы, знаете, мы не входим в эту организацию, но контакты были. И КОМОС, например, их представители в Москве с ними в контакте были, они приезжали к нам. Какие-то события, скажем, помешали. Значит, но в дальнейшем мы думаем, что эти связи установятся и так далее. Несмотря на чрезвычайную, значит, на такую ситуацию международную, но тем не менее мы руководствуемся и хартией, мы в наших документах. Наше законодательство построено на этом. Она зеркально-симметричная со всеми. Вот, мы учитываем разные
которые законодательные системы, начиная от Азии, через Европу, Россию, так мы все учитываем. Вот опыт Сербии мы учитывали, мы туда ездили сами, группа специалистов, я присутствовал там. Они параллельно с этими работами, значит, отчисляют средства для сохранения ценнейших памятников. Одновременно идет восстановление, изучение. Туризм на них прямо работает. Деньги, заработанные с помощью туристического бизнеса, бывают вот такие страны, не идут никуда, кроме как на сами памятники. То есть у них есть такое, ближайшие 20 лет, только эти деньги пойдут на сами памятники. Так, чтобы на ноги поставить памятник, а потом уже, если появится возможность, на обустройство прилежащей территории и так далее. У нас иногда, конечно, немного иначе бывает, но я думаю, что у нас тоже будет так же. Памятники нашего наследия, на самом деле, ведущие памятники, которые стоят, знаете, вот в облике общего образа нашей национальной архитектуры. Это храмы, это крепости, это цитадели, это столичные города, это районные центры. Потом, вы знаете, могу сказать, что вот в городе Очимчире, целый Очимчирский район, в самом Очимчире, нет таких выдающихся памятников, чтобы показать хотя бы. Группа специалистов работает в районе Меркула. Там цитадель, городище древнее. Да. Мы в ближайшее время собираемся внести... Да, в ближайшее время там международная экспедиция работает, абхазско-российская группа специалистов. Мы ездим туда, общаемся, все время отчитываются, представляют вот это результаты исследований. Уже есть возможность внести список заповедников, потому что мероприятия в районе, на территории памятника, там, где провести у нас в другом месте нету, а оно подходящее, там спокойно можно это организовать. Значит, администрация, жители села обратились с письмом уже все к нам, и мы уже запускаем этот механизм, тоже, я думаю, надеюсь, будет работать. Также вот... Это будет какой-то форум, который... Это будет, знаете, для Очимчирского района заповедник. Заповедник как такой, архитектура, визуально. Там у нас есть Тамышский заповедник, но он археологический, пока не действующий, да, в земле. Ну, нечего показывать, понимаете? Эта война там уничтожила нам, музей у нас был там. И заповедник для того, чтобы приезжали люди, смотрели, специалисты изучали, это лицо центра района. То есть для города Очимчири у него должна быть своя визитная карточка, как для Сухума, для Анакапии, скажем, для Гудауты тоже проблема. Видите, вот Гудаута как таковая в древности. Мы не находим название города в античных источниках. Неужели там не было поселения, не было контакта? Не вот так по крупицам, да, нету. Вот. Для Гагры есть, для Сухума есть. Вот. Я думаю, что все это, чтобы находилось, должны быть вот такие центры научные, просветительные и так далее. Потихоньку мы будем расширяться. Вот в Галу мы никакие работы не проводили. Вот недавно, вот до 2014 года, значит, СКБ советовала не афишировать нашу деятельность, потому что, вы знаете, там обстановка плохая была. Мы вначале на БТРах ездили и так далее, и потом, в конечном итоге, я вот... Управление памятников архитектуры на БТРах ездили. Да, да, иначе невозможно, заминируют. Там все с людьми невозможно было. И проводили работы на основе результатов, провели там научно-практическую конференцию в Галском районе впервые. Вот даже до войны мы не смогли тогда, хотя... Ну, есть там такие какие-то вот потенциал такой? Есть, существует. Вы знаете, вот был организован очень хорошо. Вся интеллигенция района, в том числе с нынешним населением, учителя, школа, актив сел, все присутствовали в городе Гал, так вот активно было. За нами сразу детские общества, комитеты, с Министерства образования тут же работы провели, и в конечном итоге мы замкнули цепь от Гагры до Гала включительно. Так было до 2014 года. Ну, что-то ослабилось, может, где-то в каком-то звене, но я не думаю, что это сильно помешает, чтобы дальше продвигаться. Я думаю, все в основном. У нас главный специалист Галского района, он сюда и приезжает, входит в парламент, где Гули Кичба, этот, значит, и другие специалисты, вот, которые там непосредственно знают население. Его должность осталась, он там продолжает работать, мы ездим и так далее. Так что от края до края все-таки, вот, слава Богу, с Божьей помощью, вот, всеми усилиями стараемся не прерывать эту связь. В Гварчеле вот главный специалист есть, в Очимчире вот везде уже поставлены и работают. И при мне это было сделано благодаря нашему правительству. Даже вот я помню, не стали ждать бюджета, в середине года мы смогли это сделать. Вот мы говорили о международных организациях, да, по защите памятников архитектуры. Могли бы вы сказать вообще, какая роль, вот если, допустим, Абхазия в такую организацию войдет, чем это помогло бы? Видите ли, там отработан уже типаж под девизом «Сохраним нашу Родину». Так называется конечный вывод.
Да, вы найдете... Эта организация ведь возникла еще в 1965 году. А пущена была в ход только в 1982, 4 только. Но возникла рано, там тоже быстро не получилось. Да, там тоже быстро не получилось. Где-то 20 лет прошло, вот эти международные организации. Потом мы делали, значит, такие шаги, что Конгресс причерноморских стран проходила в Сербии, участвовали мы. И когда вот это сделали заявку, сказали, что вы туда не попадете, потому что Абхазия там не была, она не признана. Но мы все-таки вот получили приглашение, группа специалистов, Сурам Сакания, я, Алик Николаевич Габели, Аркадий Это Дёбович. понятно, Да, это вот понятно. мы смогли, вы мне просто скажите, что бы это дало бы? И это дает, вы знаете, все вопросы, которые мы решаем на международном уровне, некоторые легко решаются. Но, видите, в связи с непризнанием Абхазии у нас есть тоже боязнь. Какие вопросы легко решаются? Сейчас я вам скажу. Памятники международного значения, не случайно вот такой экстра-класса, например, Анакапия или другие памятники Лыхна, они стали прообразом для Аланского царства. Там один в один в районе Зеленчука, такие же, как Лыхны. Она имеет прототипы Византии. Это единая линия, понимаете? Это автоматом решаются. В смысле проектирования, потому что они близки. Значит, передача опыта. Потом, вы знаете, армянский царь Ашот, который прибыл в Абхазию в результате преследования, через Абхазию оказался именно в той церкви. Там похоронена даже его дочь. Найден перстень царя Ашота. Вот то, что по письме источника подтвердилось там в результате археологических раскопок. Я вот с Урамом Саканем мы там, значит, приехали, вот конференция была, воспользовались, и вот это уточнение все произошли. То есть вот эта линия от Византии через Абхазию, Аланию, от Армении через опять Абхазию, Аланию, это общие вопросы, которые еще шире, но дальше дорога от Абхазии идет до Артануджи, это южная часть Грузии, на территории Турции, вы знаете, по Византии, Артанисса. То есть вот такие вопросы могут решать в результате каких-то проектов сообща общий международный проект, под который мы можем подпасть, и мы вместе можем это сделать. Ну, да, я думаю, что таких вот, знаете, вот злободневные вопросы, которые не решаются. Скажем, есть, значит, серьезный разрыв стены, облом элемента, проект невозможно создать. А там будет тип такого храма, крепости, и автоматом это может восстановиться по аналогии. И такие вопросы тоже будут. Потом вопросы участия непосредственно, в том числе финансирования. В результате признания Абхазии, эта страна дружественная, может иметь с нами проекты общие, посещения, культурные, межкультурные связи там. Вот я вот хочу сказать, что с той же Сербией мы нашли там карту, которая принадлежала Княжичу. Он составил карту с целью появления на территории Абхазии, когда шла, значит, русско-турецкая война, да, он тоже хотел появиться. И там Абхазия значится спокойно. У нас есть разные связи. Как мы поехали, Министерство культуры поехало в Сербию. И мы можем общие проекты иметь с Сербией, с другими странами, которые вот могли бы нас признать. Вот у нас могут быть дружественные связи, быть с ними, ускорить процесс признания Абхазии. Вот многие вопросы, от международных, от культурных до международных и политических. Потому что все-таки человеческая среда культуры, среда наследия решает очень много. Это поможет решить и другие вопросы тоже. Ну, пока мы, скажем так, в такой вот автономии работаем, в изоляции некой. Скажите, что удается все-таки сделать вот сейчас на местном уровне? Вы уже сказали, что сейчас идет ремонт 3 объектов, храмов очень значимых. Но, тем не менее, у нас много проблем. И вот текущие заботы управления... Ну, прежде всего, управлению придется восстановить, потому что она же, вы знаете, значит, это было государственное управление для всей целой республики, для всей Абхазии. А то, что Министерство культуры, она вошла, конечно, она, видите ли, там, в виде как бы одного направления, как бы и не сказано, я не буду обижать никого. И тогда было сказано руководителям нашим, так получилось, так решили, подождем годик, если все нехорошо, то мы восстановим. В результате было очень много утеряно, много чего нет, много чего изменилось, и видите ли, как бы мы ни говорили, что бы мы ни говорили, все-таки это самостоятельная организация. Наша культура современная, живая культура, та, которая ушла, там специфика работы другая, другое направление, совершенно другие способы, другие методы.
по остаточной системе содержать нашу организацию нельзя и невозможно будет. Это все-таки должна быть такое же направление, как все остальные. Наша граница 19-20 век. Все прошлое — это наследие, которое должна тоже успеть активно участвовать в нашу жизнь. Чтобы так сделать, эти памятники должны ожить. Крепости мы должны посещать. Рядом мы должны быть. Не так, что, простите, правда, нога на ногу в кабинете, это не подойдет. Надо там быть. Полевые исследования, археологические, архитектурные, натурные исследования, восстановительные работы, чтобы мы там не только экскурсии, научные исследования на месте. Вот нужно Абхазскому университету дипломник отправить, у нас должно быть место готово. Он должен прийти туда, использовать материал, как молодой ученый уже. Вы знаете, какие требования в нашем университете теперь, а там есть кандидаты, доктора. Дипломная работа, это теперь как считается? Дипломная работа кандидата наук. А как мы это сделаем? Сидя с книжки переписывать, никак это не получится. Конечно, нужны поездки, экспедиции, да, теперь работа. Вот видите, доклады наших ученых, наших ученых, они не могут просто сообщениями быть. Они должны показать живой памятник, живой источник. Это тоже можно сделать, если на месте что-то есть. А так руины без конца показывать, это уже этого не хватит. Теперь надо, чтобы они ожили. Спасибо вам большое, спасибо вам за интервью, за вашу работу, которую вы выполняете. Дай Бог вам успехов в этом.